Хабибулла Ситеков. Композитор, выпускник Республиканской музыкальной школы имени Ахмета Жубанова по классу фортепиано. В 1981 году окончил Алматинскую консерваторию по классу фортепиано Венеры Ибраевой. С 1985 года ассистент-стажер Алматинской консерватории по классу композиции Куддуса Кужамьярова. Автор и создатель музыкального проекта фестиваля музыки под открытым небом «Парад оркестров». Награжден государственными наградами Республики Казахстан. Лауреат премии «Ильхам». Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли. И сразу хотелось бы начать наше интервью со знаменитого парада оркестров, которые знают и любят по всему Казахстану, особенно алматинцы. На протяжении 6 лет проходит этот парад, и я думаю, для всех это просто такое мероприятие, которое нужно обязательно посетить и насладиться. Я сама его очень люблю. Вы как основатель, создатель стоящий у этого проекта. истоков этого проекта. Отец, можно сказать, который его выносил. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этой идее? Ну, эта идея давно витала в воздухе и в умах наших ребят. После просмотров каких-то передач с Германии, с Австрии, там очень много таких концертов на открытом воздухе, и где народ с удовольствием приходит и слушает с утра до вечера классическую музыку. Приглашают знаменитостей, певцов, музыкантов, дирижеров. Играет разнообразную программу. И люди с удовольствием наслаждаются и культурно обогащаются всей этой музыкой. И как бы пришла пора и у нас тоже это сделать. И когда я обратился в управление культуры города Алматы, Хайрат Кульбаев меня поддержал. Конечно, не сразу. Он много просчитывал, думал, потянем, не потянем. Но в конце концов он дал добро. Я ему рассказал, что необходим бюджет для того, чтобы артисты не бесплатно работали, чтобы хоть какая-то была заинтересована. И для приглашения из-за рубежа гостей тоже нужны были финансы. Без гостей из-за рубежа этот проект как бы терял немножечко свою значимость. И нам удалось очень много артистов привлечь за эти 3-4 года, пока я работал в этом проекте. Были очень хорошие певцы с Москвы. Были духовики с Украины, с Израиля. Приезжали дирижеры, знаменитые причем. Никто не отказывал. И за скромные деньги, это мы используя свои знакомства. Перед ребятами нам было крайне удобно, но они шли нам навстречу. Потому что это как бы молодое наше начинание. Только-только вставали на ноги. Они шли нам навстречу и с удовольствием приезжали. Практически на энтузиазме. Да. И когда эти ребята приезжали, и они видели силы наши, они с удовольствием работают. Потому что у нас действительно очень хороший государственный симфонический оркестр. Оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Оркестр Отрар Саза. Духовой оркестр просто замечательно у нас. Один из лучших, я думаю, в Азии это точно. Ну и в мире он тоже котируется очень-очень хорошо. И все дирижеры работали с удовольствием. За эти годы число зрителей, вот где ваша статистика выросла? Конечно, очень много. У нас сначала была задача такая, чтобы даже если 100 человек придет на концерт, из них, если 3 потом придут в филармонию либо в оперный театр, уже была бы задача выполнена нами. Чтобы хотя бы 3-4 человека пришли, популяризация, агитация, культуры, пришли в залы концертные оперного театра, филармонии, почувствовали вкус классической музыки. Вот это наша была задача основная. Потом на второй, на третий год, когда уже у Дворца Республики тысячами собирались зрители, то было очень приятно. И все с удовольствием слушали. А как много произведений было в репертуаре парада оркестров за все это время? Каждый оркестр, 3 дня у нас концерты проходили симфонические, духовой и народной музыки. И в каждой программе у нас звучало до 3 часов музыки. И причем всевозможные. Нон-стоп? Да. 3 часа? Да. Мы делали так вот, что пока я там работал, каждый парад оркестров я приурочил к чему-то. То есть какое-то определенное направление тематическое, да. Если это симфоническая музыка, то, может быть, начинали мы с казахской музыки. То есть это забытые имена. Вот. Дастенов, Жолан Дастенов. Тлес Кашгалиев, Иркигали Рахмадиев. То есть тех людей, кого исполняют сейчас крайне редко. Хотя это корифеи нашей казахской музыки. Я немножко отойду от темы и расскажу, что в казахской композиторской школе очень много
композиторов, которых до конца не оценили. Вот недавно была передача по телевизору, я, к сожалению, не смог пойти на этот концерт, но потом в записи послушал концерт Алмабека Мейербекова. Это замечательнейший композитор, я просто восторгался его мастерством, что вовремя мы его не оценили. К сожалению, он рано ушел из жизни. Но столько замечательных произведений, это просто блеск. Все произведения были на очень высоком уровне. И таких у нас ребят очень много. Если мы исполняемся в Израиле, на Украине, в России, все принимают с восторгом наши произведения. А у нас это почему-то не звучит. Не хватает популяризации, агитации. То, о чем мы с вами разговаривали. Для чего, собственно, это и была основная цель создания парада оркестров. Возвращаясь опять же к параду оркестра, мы пытались произведения наших ребят включать как можно больше в эти программы. Будь это народный оркестр, симфонический, духовой. Вот. И эти произведения довольно-таки сразу, может быть, даже они понравились зрителям. Они с восторгом принимали эти произведения, с удовольствием слушали. После окончания концертов они бодро довольно-таки обсуждали. Если бы нечего было обсуждать, они сказали, ну ладно, послушали, до свидания. А тут они же с интересом подходили к авторам, спрашивали, давно ли вы такую музыку пишете, сколько вообще у вас произведений таких. Ребята по мере возможности отвечали. Появился интерес. Вот самая главная задача парада оркестра – популяризация казахстанской музыки. Ну, вы создали такой замечательный проект, придумали. Может быть, у вас сейчас какая-то тоже есть очередная потрясающая идея? Ведь я помню, на параде оркестров я с дочкой на него приходила. Там люди на травке сидели, наслаждались целыми семьями, чуть ли не пикники устраивали. Проектов достаточно. Хотелось бы, чтобы наша музыка звучала везде. Здесь и балетный можно фестиваль. У нас у ребят написано сейчас около 7-8 балетов, которые еще не исполнялись. Для того зрителя, который наверняка был на параде оркестров и однозначно уже придет неоднократно, и вот совсем скоро, напомню, что с 25 по 27 августа это повторится в преддвериях Дня города. Коллектив, какой состав, численность парада оркестров? Исполнителей? Да. Ну, это 3 оркестра, довольно-таки полных. Я хочу дать картину тем, кто еще не был, и чтобы они представили этот масштаб. Когда я проводил, я пытался, раз это парад оркестров, совмещать. В один год у нас на одной сцене сидели оркестр имени Курмангазы и Отараш Сазы. В оркестре Курмангазы где-то порядка 70-75 человек, и в Отараш Сазы порядка 40 человек. Ну, то есть 100 с лишним человек на сцене играет эту музыку. Когда симфонический оркестр играл, я к ним через дирижеров, конечно, согласие дирижеров, мы сажали туда ребят с музыкальной школы имени Жубанова и с Байсеитовой. То есть более 100 человек опять сидят. Духовой оркестр опять мы приглашали с колледжа, с Байсеитовской школы и Жубановской школы. То есть это огромное количество музыкантов, потому что микрофонов там нету. Это надо все выдувать своими силами. Отсюда музыка. Конечно, конечно. Вот. И когда эта огромная масса музыкантов играет хорошо, не просто кричат, а играют хорошо, то это огромнейшее удовольствие слушать эту музыку. Если партитура удачно написана, если музыка хорошая, то она будет везде слушаться. А когда музыка плохая, то там хоть 10 оркестров посадить, ничего не прозвучит и никто не будет. Мы желаем вам от имени нашей программы «Жнакон», это вот вместе с Аленой, желаем вам вдохновения на новые идеи популяризации такой приятной культурной музыки, обогащать особенно молодежь, молодое поколение. Чтобы они осуществляли, чтобы находились средства и единомышленники. Спасибо. Вот Алена, видите, даже с ребенком ходят такие, уже с детства приучают к хорошей правильной культуре. У нас есть приятная традиция, наша программа «По ту сторону», у нас миллионы это утренних телезрителей. Сейчас вместе с нами в этой уютной студии ваши пожелания. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с замечательным праздником Наурыз, с праздником обновления. Весеннего праздничного настроения всем вам добра, благополучия, всем вам здоровья. Всех с весной. И всех с весной. Да. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. На этой приятной, я бы даже сказал, культурной, романтичной ноте мы, естественно, тоже будем прощаться с нашими телезрителями. Желаю вам всем хорошего, теплого дня. Это была программа «Жнакон». Очаровательная Алена Петрова. Алан Черкасов. И замечательный Хабилла Земнач, который, надеюсь, неоднократно появится в нашей студии. Всем удачи, пока.